Артем, с вашего последнего визита нашей программы, что нового появилось или изменилось на острове Свияжск? Ну, произошло, во-первых, наверное, самое знаменательное в истории Свияжска последних лет событие. Буквально на днях исполнится год, как на 41-й сессии Всемирного комитета наследия ЮНЕСКО в городе Кракове в Польше Свияжск был единодушно внесен в список объектов всемирного наследия. Здесь стоит поаплодировать. Да, Таких объектов, спасибо. если не ошибаюсь, по России всего 12. Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Секреты татарской кухни». Мы уже вторую неделю гостим в Зеленодольском районе, и сегодня я приглашаю вас посетить прекрасный остров-град Свияжск. Свияжск – это село в Зеленодольском районе Татарстана, расположенное на одноименном острове. Туристы стремятся сюда, чтобы познакомиться с легендарной историей города, увидеть старинные монастыри с храмами 16-19 веков и город на острове, напоминающий сказочный остров Буян из русского фольклора. Приветствую! Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня Александр Буланов, наш экскурсовод по Свияжску, и уверен, он нам расскажет сегодня много интересных историй и раскроет тайны острова. С удовольствием это сделаю. Здесь потрясающе красивая природа, соединяется древняя архитектура и не менее древняя история. Потому что по отдельным страницам прошлого Свияжска можно изучать прошлое всей нашей огромной страны. Александр, сейчас остров связывает красивая современная дорога, а раньше был сухопутный подход к этому острову? Дело в том, что островом Свияжск стал только в середине 20 века, когда на Волге образовали Куйбышевское водохранилище. Это самое крупное водохранилище Европы. А в 1957 году современного города Тольятти закончили строить ГЭС, Волгу перекрыли дамбой, а уровень воды в Свияжске, в Волге, поднялся на 10 метров. Это высота 3-4-этажного дома. Первые десятилетия после того, как Свияжск стал островом, он полностью был изолирован от большой земли. Потому что, как вы правильно задали вопрос, вот эту дамбу закончили строить только в конце 2000-х годов. Ежегодно 500 тысяч туристов посещают этот остров и наслаждаются красотой монастырей. Перед нами комплекс Успенского Богородицкого монастыря. Основан он был в 1555 году по приказу Ивана Грозного. И 2,5 века этот монастырь просто не знал себе равных во всем Поволжье. Был он одним из крупнейших, в общем-то, богатейших и самых значимых монастырей региона. Ну и Успенский монастырь был одним из тех мест, откуда начиналось распространение христианства на поволжских землях. Сейчас мы находимся на территории одного из туристических комплексов Свияжска. Это территория конного двора. Когда-то, давным-давно, здесь держали десятки лошадей, которые обслуживали хозяйство Успенского монастыря. Но сегодня это один из крупнейших туристических объектов Свияжска. Ну а сейчас настало время приготовить обед. И готовить мы сегодня будем вместе с директором музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артемом Силкиным. Артем, здравствуйте. Добрый день, рад вас снова видеть. Спасибо. Да, действительно, не секрет. Артем был у нас на кухне, рассказал много интересного, раскрыл тайны Свияжска. А в этот раз мы пожаловали к вам в гости. Прекрасный остров. Вот с каждым годом остров-град Свияжск становится все краше, и тысячи туристов посещают этот остров, и мы наконец-то добрались. Спасибо за приглашение. Очень рады вас видеть, и надеемся, это не последний ваш визит, потому что Свияжск с каждым новым проездом может предложить что-то новое. Но сегодня несколько блюд, я знаю, предложит нам Артем. Расскажите. Сегодня у нас комплексный обед, очень интересный. Дело в том, что мы с вами встречаемся в сезон, когда проводится чемпионат мира по футболу. И специально к чемпионату мира по футболу я придумал салат, который называется «Мундиаль в Татарстане». Я отношусь к тем людям, которые рвут салат руками. Вы знаете, так же положено, кстати, профессиональные повара и советуют. Я ведь, в этом смысле не очень. Я кулинар-любитель. Я очень рад, что, видите, я тут угадал. Потому что, люди делятся на два класса. Вот, да, те, кто яйца бьют тупым концом там, или острым, и те, кто режет салат или рвет его руками. Мне кажется, если его резать, то сочность как-то, теряется. Дальше мы разрежем вот этот футбольный мяч небольшой красный, потому что есть удобнее, конечно, помидорки, когда они нарезаны. Но это, опять-таки, мне кажется, две школы существует потребления красных помидорок. Артем, с вашего последнего визита нашей программы, что нового появилось или изменилось на острове Свияжск? Произошло, во-первых, наверное, самое знаменательное в истории Свияжска последних лет событие. Буквально на днях исполнится год, как на 41-й сессии
Всемирного комитета наследия ЮНЕСКО в городе Кракове в Польше, Свияжск был единодушно внесен в список объектов всемирного наследия. Здесь стоит поаплодировать. Да, Таких объектов, спасибо. если не ошибаюсь, по России всего 12. Да, таких объектов их и в мире немного, и в России немного. В качестве основного объекта, вы знаете, был выбран Успенский монастырь и собор острова града Свияжск с его уникальными фресками. Но, тем не менее, весь остров Град и большая территория, которая нас окружает, она находится сейчас под международной охраной. Ну, а я уверен, что ваш салат тоже может в кулинарном, так скажем, списке популярных блюд занять свое почетное место. Я уверен. Ну и хочу обратить внимание, вот видите, красные помидоры, белый сыр, зеленый салат. Вам это ничто не напоминает, никаких ассоциаций. То есть тут еще и флаг Татарстана. Это, конечно же, мы же патриоты своей родной земли, поэтому вот салат, он такой у нас получился патриотический. Ну и сейчас настала пора приготовить волшебный соус, Так, без прошу. которого этот салат будет не салат. Соус я готовлю сам. Вообще, вы знаете, у нас традиция, конечно, готовых соусов в основном существует в стране. Но, опять-таки, я считаю, что нужно соусы готовить свежие по возможности. И теперь мы этими займемся. Это деревенские яйца от проверенной бабушки-поставщика, от проверенной курицы. Добавляем туда оливковое масло холодного отжима. Некоторое количество, да. Я готовлю на глаз, я сразу скажу. Мне кажется, это дает как раз вот творческую такую нотку. Это бальзамический уксус. Добавляем для цвета и для более пикантного вкуса. Ну, там можно добавлять перец, можно добавлять вот какие-то травки. Это вот травы, смешанные с солью в данном случае. И добавляем немного, чуть-чуть секретного бальзама. Главное не переборщить. Его хочется налить много на самом деле, но он просто должен вот нотку легкую давать и помогать раскрываться ароматом этого соуса. Важно использовать достаточно мощный блендер, Чтобы все тщательно перемешать. скорости, да, чтобы все тщательно перемешалось. Так, заливаем. Заливаем салатик наш. Уже очень аппетитно смотрится сразу. Так. Но, безусловно, завершающим аккордом, конечно, должны стать кусочки чак-чака. Вот это меня, кстати, очень удивило. Чак-чак добавляем в салат. Дело в том, что, ну, вы знаете, что, например, в салат «Цезарь» добавляют сухарики, вот что-то такое, другие салаты тоже. А я считаю, что вот маленькие кусочки сладкого медового чак-чака, добавленные в салат, они такую в контрпункт вступают с вот этим кисловатым соусом и опять-таки создают неповторимый совершенно аккорд вкусовых ощущений, который опять-таки отсылает нас к нашим родным кулинарным татарстанским традициям. Артем, признайтесь, за время нашей разлуки вы посетили кулинарные курсы, нет? Нет, я просто много ел. Так, много готовил. Нужно это все смешивать? Да, это нужно, можно перемешать, ну так не без фанатизма, так сказать. И подавать на стол. И подавать на стол, совершенно верно. Салат «Мундиаль» в Татарстане. Листья салата порвали руками на небольшие кусочки. Помидорки черри и сыр моцарелла нарезали на половинки. Для соуса в блендере смешали 2 яйца, бальзамический уксус, оливковое масло, смесь специй и немного бальзама. Салат полили приготовленным соусом, сверху посыпали кусочками чак-чака. Салат готов, приятного аппетита. Ну а сейчас небольшая пауза, после которой мы обязательно продолжим готовить вкусные и оригинальные блюда. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим вместе с директором музея-заповедника «Остров Град Свияжск» Артемом Силкиным. И очень оригинальный салат приготовил Артем. Название-то какое? «Мундиаль» в Татарстане. Ну а сейчас очередное блюдо, я думаю, тоже с интригующим названием. Да, дело в том, что это традиционный русский холодный раковый суп. Он из таких, на первый взгляд, пугающих состоит ингредиентов. Из огуречного рассола, который у каждой доброй хозяйки обязательно найдется в погребе, кваса, свежих огурцов, конечно же, хрена и сметанки, и, как явствует из названия, из раков. Для начала мы должны порезать огурчики, причем мы должны их порезать тонкой соломкой, чтобы они как следует отдали сок. Артем, что еще интересного вы можете рассказать про наш любимый остров Свияжск? В этом году в Свияжске предстоит открытие 2 новых музеев.
Вы знаете, что в Свияжске сейчас у нас есть музей истории Свияжска, целый комплекс из 4 зданий. Есть музей художника Геннадия Архиреева, который здесь родился в колонии в 1945 году. Есть выставочный зал «Старая водонапорная башня», художественная галерея, где представлены работы художников, рисовавших Свияжск последние десятилетия. И вот в этом году состоится эпохальное тоже совершенно для Свияжска событие. Часть коллекции свияжских икон и свияжских храмов будет передана сюда на хранение в Свияжск, специально создаваемый для этих целей музей свияжских икон. Это иконы прежде всего из Успенского собора, Успенского монастыря и из некоторых других свияжских храмов. И второй музей, открытие которого, как мы надеемся, состоится в сентябре месяце этого года, это музей археологии дерева. Это искусственный холм, вы, может быть, его видели, когда сюда ехали. Он находится в районе речного вокзала Свияжска. И наш посетитель сможет зайти внутрь этого холма и увидеть древний город 16-17 века, ну, точнее, то, что археологи обнаружили в ходе своих изысканий. Над оформлением трудились наши свияжские художники Илья Артамонов и Рашид Сафиуллин. Там есть анимация на тему средневекового Свияжска, там есть интерактивные зоны. Ну, одним словом, я думаю, и взрослые, и дети, они будут в восторге после того, как музей откроется, и у них будет возможность его посетить. Ну и настала пора нам первую стадию готовки супа, к первой стадии перейти. Это друзья мои, огуречный рассол. Мы его... Вот большой супницы у нас не нашлось, поэтому его по-братски между вот этими двумя супницами распределяем. Очень интересный рецепт, конечно, свежие огурцы, рассол соленых огурцов, Да, квас. да, это рок изобилия. Русский квас. Кваску туда обязательно, конечно. Добавляем кваску, чтобы все это настоялось. И теперь на полчасика нужно поставить в холодильник. В Свияжске всего 5 музеев. Этот музей самый большой, и прямо сейчас мы его посетим. Музей расположен в комплексе, состоящем из 4 зданий, построенных в первой половине XIX века. Экспозиции музея посвящены истории Свияжского края и декоративно-прикладному искусству. На первом этаже основного здания разместилась экспозиция, посвященная основанию Свияжска, его природному окружению и развитию города в первый век его существования. Здесь вы узнаете, что Свияжск был основан по приказу царя Ивана Грозного в мае 1551 года, чтобы стать базой русских войск при осаде Казани. Руслан, как вы думаете, похожа царская одежда на русскую? Но больше похоже на татарскую. Да, совершенно верно, потому что на царе типичный кафтан восточного образца, а обувь и вовсе один в один напоминает наши татарские национальные сапожки. Это не случайно. Ну, у деток, когда спросишь, они обычно отвечают, чтобы незаметным казаться, вот царь так нарядился. На самом деле это не так, потому что мода на восточные наряды среди русской знати практиковалась со времен Золотой Орды. Когда русские князья ездили в Орду на поклон, то есть выбивать ярлыки на княжение, и вот такая мода продолжалась вплоть до 17 века. А еще каждый посетитель музея может почувствовать себя настоящим археологом. Вот смотрите, я сейчас попробую что-нибудь найти. Вот, пожалуйста, настоящий меч. А вот так выглядели гимназические классы в Свияжске в начале 20 века. Девушка, а можно с вами познакомиться? Девушка. Девушка. А это вид на Свияжск 18 века. Ну а теперь, Руслан, пока у нас охлаждается основа для ракового супа, я хотел бы быстренько познакомить вас с еще одним моим любимым блюдом, точнее с целым классом блюд. Это риеты. Риет – это блюдо, которое пришло к нам из Франции. Это некая основа. Традиционно это была сметана, использовалась во Франции, густая сметана домашняя. Сейчас чаще используются мягкие сыры. И затем их можно смешивать буквально с чем угодно. Если не ошибаюсь, сегодняшний ингредиент для риетта – это рыба. Это, более того, вобла свияжская. И на самом деле я ни разу не готовил это блюдо. Но интуиция моя мне подсказывает, что это будет
как минимум интересный продукт. Давайте Хорошо. попробуем, что получится. То есть это спинки рыбы. Ну, можно брать любую, на самом деле, рыбу, желательно пожирнее какую-то, поароматнее. Чихонь, например, нашу волжскую. Опять-таки мы используем блендер достаточно мощный. Так, измельченная вобла и сыр маскарпоне. Это сыр, да, маскарпоне, можно рикотту использовать, можно домашний сыр какой-то. Вот, например, я когда коз здесь держал в Свияжске, но я просто не знал, куда деваться, значит, от количества козьего молока в какой-то момент. И готовил мягкие сыры. Артем, поделитесь секретом. Я уверен, что в вашей голове, наверное, 1000 проектов, которые вы хотите осуществить в рамках острова Града Свияжска. Вот действительно, у нас есть множество проектов, но вот из тех, которые могут наши посетители увидеть в этом году, я могу назвать традиционную театральную лабораторию «Свияжская артель». И еще одно очень интересное мероприятие, которое у нас здесь состоится тоже в начале августа, это международный фестиваль документального кино «Рудник», где художественным руководителем выступает Марина Разбишкина, известный наш документалист, международное жюри представительное, множество участников из-за рубежа. Так, ну я а сейчас... предлагаю попробовать. Я с легким трепетом, честно вам скажу, это делаю, потому что вот так получилось. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну. Друзья, впервые пробую настолько вкусный, но назовем его паштет. Привет, браво. Я боюсь, вам придется прерывать программу, потому что оторваться от этого просто невозможно. Рьет из воблы. Спинки воблы нарезали на кусочки и измельчили при помощи блендера. Далее добавили сыр маскарпоне и перемешали до образования однородной массы. Действительно, Артем, от этого блюда не хочется отрываться, но нас ждет, уверен, не менее вкусный суп. Поэтому давайте продолжим готовить раковый суп. Давайте. А это одно из самых популярных и зрелищных мест в Свияжске – Ленивый торжок. Здесь проходят исторические реконструкции. Здесь можно почувствовать себя настоящим воином, примерить доспехи и поучаствовать в бою. Попробуем. Ну а сейчас я решил почувствовать себя настоящим гончаром, и вместе с Ириной мы попробуем изготовить что? Горшок. Для этого надо смочить руки и настроиться. На ваших глазах происходит чудо. Уже половина горшочка видно. Вот, дорогие друзья, наш гончарный мастер-класс удался на славу. Ирина, большое спасибо. Можно я заберусь? Ну а сейчас я почувствую себя настоящим лучником, защитником крепости и постараюсь попасть в яблочко. Также особой популярностью здесь пользуется метание топора. Ну а сейчас я почувствую себя настоящим рыцарем и примерю доспехи. Начнем с головного убора. Берем щит, меч и к бою готовы. Ну вот свежие пойманные раки у нас имеются в блюде. А теперь давайте мы запустим раков. Причем, я вам хочу сказать, есть одна особенность. У раков хитиновый панцирь – это не только скелет, это их защита от всяких внешних неблагоприятных воздействий среды. Поэтому воду нужно солить чуть больше, чем вот мы обычно суп солим. И перчика можно не жалеть. Да, укроп, кстати, вот можно не резать, вот так его просто покидать, потому что через хитиновый покров просаливается мясо рака достаточно сложно. Вот мы их запускаем. Их Сколько нужно... должно примерно они кипеть? Ну вот, я думаю, там, если перья их держать, у них мясо становится такое немного жестковатое. Мне кажется, оптимально, вот после того, как они покраснели, они краснеют буквально через минуту после того, как мы их в крутой кипяток поместили, нужно подождать минуток 10, максимум 15, да, и после этого уже их можно доставать
чистить. Давайте мы подождем. Итак, подождем 15 минут, пока Да. сварятся на раке. И как раз у нас остынет основа для нашего ракового супа. Точно. Итак, вот он наш охлажденный бульон, квас, свежие огурцы и И огуречный рассол. огуречный рассол. Да. Мы с вами приготовили, сварили раков. Раков нужно почистить. То есть здесь у нас раковые шейки. Ну, вы сами знаете, вкусный. что это на самом деле не шейки, а как раз-таки задняя часть раков, хвостики. Но, видимо, хвостики неблагозвучные, поэтому их называют раковая шейка. Итак, у нас есть основа, наш бульончик, который настоялся в холодильнике. И теперь нам осталось только смешать все оставшиеся ингредиенты. Итак, давайте по очереди. Давайте по очереди. Мы туда кладем сметанку. Так, вот сюда. Так, давайте. Тоже. Прошу вас. Так, потом кладем туда хрен. Ну, хрен можно использовать вот готовый, да, как в данном случае уже соус. Можно для ярости тертый хрен туда добавлять, свежий. Тогда суп будет такой более активный у нас. Затем мы добавляем туда яичко отварное, вкрутую сваренное и покрошенное. То есть суп обещает быть еще и питательным. Он питательный, но легкий. Это абсолютно летний такой суп, от которого одна благо и польза произойдет. Вот. Затем мы добавляем раковые шейки в этот суп. Самый эксклюзивный Самый ингредиент. эксклюзивный ингредиент, да. Ну, тут рецепт простой, как с заваркой. То есть, чем больше раков, тем более раковым становится этот суп. И зелени не жалея кладем. То есть это укропчик, петрушечка и обязательный ингредиент этого супа – это зеленый лук в достаточном количестве, витаминный продукт, от всех болезней рекомендую. И по-хорошему нужно еще в холодильник буквально поставить минут на 15-20, чтобы охладилось. И потом можно пробовать. Супчик можно пробовать. Итак, мы отправим сейчас супчик в холодильник на небольшое время, накрываем на стол и попробуем все наши блюда. Холодный раковый суп. Огурцы нарезали мелкими кубиками, залили огуречным рассолом, квасом и на 30 минут отправили в холодильник. Раков в течение 15 минут варили в соленой воде, затем остудили и почистили. В охлажденную основу для супа добавили сметану, хрен, отваренные измельченные яйца, очищенные раковые шейки и зелень. Готовый суп поместили в холодильник еще на 15-20 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Артем, посмотрите, какая красота у нас на столе. Просто чудо чудесное. Заслуга ваша и чуть-чуть моя. Ну, конечно, безусловно. Без вас я бы не смог так профессионально подготовиться, потому что маленький совет профессионала, сказанный на стартовом пути любителя, он дает путевку в жизнь, окрыляет. За это Можно вам огромное цитировать вас. спасибо. И я поэтому вас не могу отпустить, конечно же, без подарка. Прежде всего, я хочу вам подарить вот этот аудиодиск. Это опера Александра Маноцкого, московского композитора, который называется «Сны Иакова» или «Страшное место». Эта опера в прошлом году была поставлена здесь, в Свияжске, и мы каждый месяц ее здесь показываем. А главное, ведь для нас это кулинарные подарки. Предлагаю прямо сейчас, как говорят, немедля попробовать салат «Мундиаль» в Татарстане. Да. И главное, соус. Нотку вы почувствовали? Друзья, превосходно. Очень оригинальный салат. Действительно, соус на 100% создает вкус этого салата, придает ему оригинальность. Скорее в магазин за продуктами и приготовьте его дома. Порадуйте себя и своих близких. А мы тоже себя порадуем и попробуем наш летний суп. Раковый холодный суп. Раковый в самую жару. Не хочет, на самом деле, останавливаться. Друзья, вы, наверное, удивитесь, вспомнив все ингредиенты этого супа, но в финале получается настоящий, холодный, вкусный суп. То, что надо в такую жару. Браво! Браво! Спасибо. В очередной раз Артем доказал, что он не только замечательный руководитель и человек, который очень любит остров Свияжск, но и человек, который очень любит готовить вкусные, оригинальные И блюда. угощать друзей. Спасибо большое, Артем.
Дорогие телезрители, на этом кулинарные путешествия нашей программы в Зеленодольском районе подошли к концу. Еще раз благодарим вас, Артем, остров Град Свияжск, за теплый и красивый прием. Огромное Было вкусно, спасибо. интересно, как всегда. Ну и до новых встреч. До новых встреч, потому что я думаю, что не путешествие подошло к концу, а ваш первый визит такой разведочный подошел к концу, кулинарный. Проезжайте, в Свияжске вас всегда вкусно накормят, встретят и покажут все самое интересное. Большое спасибо. Дорогие друзья, увидимся на канале ТНВ. Это была программа «Секреты татарской кухни». Sağ olun, dostlar. Пока-пока.